В связи с тем, что начал активно развиваться наш Болгорский историко-архитектурный заповедник, увеличилось количество туристов. Порядка 180 теплоходов только к нам приходит. Вот, кстати, один сейчас как раз мы наблюдаем. И согласно последней статистике, которую я сам смотрел в интернете, в прошлом году практически 600 тысяч туристов посетило вот эти красивые земли. И от себя я желаю только установить рекорд в 1 миллион, например, туристов в год. Будем к этому стремиться. Здравствуйте, дорогие телезрители и Сян МСС. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Мы уже вторую неделю гостим в Спасском районе и продолжаем наслаждаться достопримечательностями древнего города Болгар. Своеобразной туристической меккой Татарстана является город Болгар. Его также называют Булгар – Великие Булгары. Он построен в начале X века. Но первые поселения людей здесь появились намного раньше. Высокий берег Волги был удобным местом для основания поселения. В музее-заповеднике Болгара есть много интересных мест. На прошлой неделе мы с вами посетили уникальный в своем роде музей болгарской цивилизации, главное сооружение древнего Болгара – соборную мечеть. Побывали в восточном и северных мавзолеях, изучали фундамент ханского дворца, а также, затаив дыхание, слушали легенду о Черной палате. Сейчас мы отъезжаем от Черной палаты и направляемся к уже Белой палате. Это тоже сооружение XIV века. Это общественная постройка. Общественная постройка предназначалась для всех жителей города. Здесь за умеренную плату можно было посетить эту баню. В определенные дни мужчины, в определенные дни женщины. К тому же бани играли роль клубов, места общения. Как и на рынке можно, на базаре можно было пообщаться, узнать сплетни, разные новости, так и в бане. Люди действительно общались, могли откушать какое-либо блюдо, явство, послушать даже музыку. Вот здесь вот нашли костяную дудочку во время археологических раскопок. Дорогие друзья, напоминаю, мы готовим в древнем городе Болгар. И сегодня компанию мне составит главный врач Спасской городской больницы Егор Игоревич Самохвалов. Большое спасибо за то, что нашли время в своем сложном графике. Расскажите, что же такое сегодня будет у нас? Сегодня мы будем готовить блюдо из баранины, поскольку у нас недавно прошел праздник Курбан-Байрам. Будем готовить шурпу. О целебных свойствах шурпы еще говорила Авиценна. Это очень полезное блюдо, оно очень необходимо в любом возрасте, особенно пожилым, у кого больные суставы, поскольку в шурпе очень много содержится коллагена. Это как раз из этого и состоит наша хрящевая ткань, связки, суставы. Я уже буду говорить как доктор, может быть, немножко будет занудно, но я постараюсь это сделать как-то более просто. Мы положили баранину обязательно в холодную воду, уже закипела. Обязательно сняли пенку. Вот как пенка пойдет, здесь уж не зевай. Пенку нужно тщательно снимать. Кто-то не снимает пенку, но я считаю, это нужно делать, потому что блюдо не только должно быть вкусным, но оно еще должно выглядеть эстетично, и прозрачная должна быть шурпа. Поэтому баранина, самое главное, это ее не испортить. Она сама по себе хороша, и не надо ничего выдумывать в шурпе. Но сегодня все-таки я хотел бы отойти немножко от стандартной шурпы и немножко придать ей азиатский такой акцент. Поэтому я ее сварю сегодня с баклажанами и горохом нут. Итак, отлично. Рецепт звучит достойно, поэтому прямо сейчас переходим к столу и продолжаем готовить шурпу. Прежде чем начать готовить, у меня для вас есть по традиции презент. Куштанеш. Ага, Чак-Чак. По одной из легенд, Чак-Чак зародился здесь, на этой земле, в Волжской Булгарии. Правящий хан решил женить своего единственного сына и дал задание, чтобы приготовили к этому празднеству какое-то блюдо, которое было бы и просто в изготовлении, и чтобы долго хранилось. И можно было его возить в дальние страны, чтобы люди, которые пробовали чак-чак, хотели приехать на Волжскую Булгарию и посмотреть на эти места. Вот по одной из легенд чак-чак зародился на этой земле. Мне кажется, именно здесь этот чак-чак самый вкусный, нет? Конечно. Это обязательно проверим в конце нашей программы. Итак, расскажите, какие ингредиенты у нас приготовлены? У нас приготовлено обязательно это картофель, обязательно лук.
Кстати, мы сейчас и займемся тем, что нужно будет уже вот сейчас положить Заложить лук. его? Да. Ага. И мы его даже с вами порежем. Мы его можем, кто-то мелко, я режу его вот так. Что вы еще умеете готовить? И вот вообще для вас, вы ведь главный врач, у вас и работы много. На время на кухню-то остается? Да. Какие ваши фирменные блюда? И вообще в районе что любите готовить? Вашей передачи не хватит, если я начну их перечислять. Самое популярное блюдо, которое я готовлю для семьи, допустим, конечно же, это вот шурпа, это плов, ну, шашлык без шашлыка. Какое? Особенно Это- летом. Особенно летом, да. Также люблю выпекать. Я обычно, если готовлю шашлык или что-то из мяса, обязательно выпекаю еще лепешку из обычного дрожжевого теста. Лук у нас готов. Мы его мелко порезали, сейчас проходим вновь к нашему казану. Красиво кипит здесь наш бульончик. Кстати, хотел спросить, вы добавляете соль в начале или нет? Нет, Почему? соль нежелательно вначале добавлять, потому что мясо будет не таким мягким То есть Я соль советую- и специи чуть позже. в конце. И Так. еще очень важная особенность, она не должна сильно кипеть, она должна чуть-чуть томиться. Вот как сейчас примерно. И теперь все это дело будет готовиться около часа, не меньше, на медленном вот таком огне. А мы тем временем подготовим все остальные ингредиенты. Ну, сейчас мы направляемся к Малому Минарету, покидаем как бы территорию города до монгольского времени, и за ним уже располагается территория, известная как кладбище, где располагалось захоронение знати. В том числе мы можем там ознакомиться с комплексом мавзолеев и очень интересным объектом – это Малый Минарет. Он так назван в противовес Большому Минарету, который мы уже с вами смотрели. Но тот разрушился в 1841 году, сейчас он уже восстановлен, это его реконструкция. А Малый Минарет сохранился до сей поры и привлекает внимание путешественников, туристов очень давно. Здесь можно увидеть и памятник сахабам, легенде, героям легенды о принятии ислама, с которым также связывают и колодец святого Габдрахмана. Егор Георгиевич, продолжаем готовить остальные овощи. Чем могу помочь, как говорится? Порежьте картофель. Так, хорошо. Но только, пожалуйста, режьте его не мелко, он должен быть крупный, достаточно порезать на половину. Так, а вы будете А я бездельничать? порежу... Нет, я не буду бездельничать, я порежу морковь. Хорошо. Отдельно хотелось бы отметить это красивое место, которое называется колодец Габдрахмана. У этого места есть своя легенда, если не ошибаюсь. Конечно. Поделитесь, пожалуйста, с нашими телезрителями. В древние времена, когда был правящий хан Айдар-хан, у него была 20-летняя дочь. И она, к сожалению, заболела. И в это же время, по поручению пророка Мухаммеда, сюда приехали 3 сахиба. Они же были врачевателями. И когда Айдар-хан узнал, что такие врачеватели приехали в древний город Болгар, он попросил, не смогли бы они исцелить его дочь. Один из сахибов сказал: да, мы сможем ее исцелить, но для этого нужен веник. Причем не простой веник, а веник, который вырастет из палки. У него был посох, он воткнул свой посох в землю, в этом месте забил ключ, и из его посоха выросло дерево. Это была береза. Этим веником сказал попарить дочь. Ее звали, кстати, Туйбике. После этого она чудесным образом исцелилась. На этом месте вот колодец Габдрахмана образовался. Кстати, потом, по легенде, Айдар-хан выдал дочь за этого сахиба Габдрахмана. Они счастливо прожили 25 лет. Егор Игоревич, расскажите, пожалуйста, вот ваши излюбленные туристические места в этом крае. Ну, излюбленных очень много у меня туристических мест, но могу рассказать о своей родине. Я сам родом из села Кузнечиха. Раньше на этом месте был древний город Сувар. Это было отдельное государство, можно даже его назвать. Он чеканил свою монету. И в одном из туристических маршрутов, кстати, есть туристы заезжают в этот Сувар. Что еще интересного? Ну, еще интересно то, что у нас уже 5-й год подряд традиционно проходит на территории Болгарского историко-архитектурного заповедника нашего рыцарские турниры. Это историческая реконструкция. Приезжают из-за рубежа, из ближнего, из-за дальнего даже зарубежья на конях. И
Можно происходит реконструкция настоящих боев. Именно настоящие бои. Там у них одно правило, их доспехи не должны быть заточены до острого состояния. Но так, конечно, это очень зрелищно. Ну и про ваше хобби хотелось бы поговорить. Вы ведь настоящий рыболов-охотник. Больше охотник, чем рыболов. Что можно поймать, подстрелить здесь на вашей земле? Ну, и охотники, мы говорим, не подстрелить, не убить, а добыть. Добыть. Да, ну, то же самое, что и на территории Татарстана. Это копытные, такие как лось, кабан. А если это осень, то это обычно по перу охота так называемая, это утка. Весной через нас проходит гусь. Ну, и тетерев есть, ну, очень много. Ну и, конечно же, много-много, мне кажется, рыбы водится. Рыбы очень много, да, рыбы очень у нас вкусные, полезные. Мне Что еще нравится, про рыбу что сказать? вы, как врач, все, что касается еды, все называете полезным. Готова у меня картошечка. Но ее время еще не пришло. Пока пришло время для моркови. Давайте заложим морковь в нашу шурпу. Прошу. А сколько вообще общее время готовки шурпы занимает у вас? Ну, это зависит, конечно же, от мяса, но не менее 1,5 часа. Так. Напоминаю, мы пока не солили шурпу. Здесь у нас только мясо и лук. Ну и сейчас морковь. Да. Так, закладываем. Чуть-чуть перемешаем. Чуть-чуть перемешаем. Закрываем крышечкой и идем готовить остальные ингредиенты. Сейчас мы находимся около музея, который называется «Дом лекаря Табит Верты». Тема медицины очень интересна, потому что в Болгарии процветали многие науки, связанные с исламской культурой, и в том числе и медицина. Вот, посмотрите, здесь можно увидеть и портрет, конечно, собирательный образ Ибн Сины, великого ученого, автора многотомного канона медицины. Это уникальный труд, который вобрал все достижения медицинской науки того времени. И надо отметить, что булгары тоже внесли свой вклад в развитие медицины. Мы знаем имя человека Таджуддина ибн Юнуса аль-Булгари, то есть аль-Булгари, он из булгар был, который жил на Ближнем Востоке и оставил труд «Большой Тирак». Это документ о противоядии, который пользовались в мусульманском мире до 17 века. Здесь вот предметы археологии связаны именно с лекарским делом, с алхимией. Это наука, которая родила уже великую химию. Здесь можно увидеть и загадочные сфероконусы, весы для взвешивания различных веществ. Это подлинные вещи, найдены именно здесь, в Болгарии. И вот здесь у нас вот такой небольшой уголок, сделан реконструкция дома лекаря. Здесь можно увидеть и курительницу для благовоний, такой интересный кумган-самовар, вот масляный фонарь, атлас анатомический, именно восточный, ну и травы наши местные, которые произрастают в наших краях. А вот там можно увидеть и инструменты, они выполнены по рисункам, различным медицинским трактатам, которые широко известны были на Востоке. Давайте порежем сейчас баклажаны. Так, давайте я помогу. Это вам, это мне. Впервые, кстати, я вижу, что баклажаны использовали в шурпе. Ну, я думаю, вам понравится. Кстати, Егор Игоревич, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли в медицину и была ли это с детства мечта быть врачом? Это, наверное, судьба. Дело в том, что у меня мой папа был врачом, очень уважаемым человеком. До сих пор его помнят. Он был сельский врач. То село, откуда я родом, Кузнечиха. Он построил там Кузнечихинскую участковую больницу, которая носит теперь его фамилию и мою фамилию. Она названа после его, к сожалению, смерти. Вот, ну, и вот его уход из жизни, наверное, как-то и в основном определил мой дальнейший выбор. Баклажаны мы с вами залили немножко водой. Почему? Потому что он может потемнеть и уже будет не таким презентабельным. Так, остались у нас помидоры. Да. Как мы режем их? Мы режем их на четвертинки. Хорошо. И перцы. И перчики. Расскажи, пожалуйста, сколько лет вы работаете главным врачом? Я работаю с 2005 года, это получается уже 14-й год. 14-й год. Да. За столько лет не было ли желания сменить не сам профиль, да, вот, а место работы, не знаю, поехать в Казань, например? Или вы настоящий патриот? Я все-таки патриот. Кроме того, я ведь еще и целевик. Район платил за меня деньги, когда я учился в медицинском университете. И поэтому я
был убежден, что я приеду, вернусь обязательно к себе на родину. Так оно и случилось. И, честно говоря, вы знаете, мне здесь очень нравится. Я привык и горжусь своим местом и работы, и где я проживаю. Где родился, там и пригодился. Там и пригодился. Егор Игоревич, Да? но ведь руководить больницей, да, мне кажется, в любом случае без достойного коллектива очень сложно. Расскажите про ваш коллектив. Сколько человек работает? Ну, у нас коллектив очень большой. У нас работает более 280 человек. Из них 30 врачей, средний медперсонал, конечно, младший медперсонал. Но надо понимать, что Спасская центральная районная больница – это не просто одно здание. К нам относятся еще 2 врачебные амбулатории, 33 фельдшерско-акушерских пункта. И больничный городок у нас тоже стоит отдельно из стационара, зданий поликлиники, родильное отделение, инфекционное отделение. Коллектив у нас очень дружный, я очень горжусь тем, что с ними работаю. В общем, я предлагаю сейчас дружно передать вашему коллективу большой пламенный привет. Но шурпу мы сегодня будем пробовать только вдвоем. Хорошо, я для них отдельно приготовлю на День медицинского работника. Но это будет только еще на следующий год. А у нас по традиции прямо сейчас реклама на канале ТНБ, после которой мы продолжим готовить шурпу здесь, на берегу Волги. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня готовим здесь, на земле древних болгар. Ну, мы сейчас пересекаем южные ворота. Вот, видите, реконструкция проездных ворот, башен. Здесь же справа-слева ров, очень хорошо сохранился. Частокол стоит уже на валу. А вот здесь вот, с правой стороны, можно увидеть руины сооружения, так называемый малый городок. Потому что, действительно, здесь есть и валы, и рвы, оборонительные сооружения. То есть это, может быть, таможня была, караван-сарай, тоже 14 век. И мы сейчас выехали за уже пределы города, южной части. Здесь у нас располагается комплекс Музей хлеба и замечательная вот белая мечеть. Сейчас мы находимся рядом с действующей белой мечетью. Она также построена в рамках комплексного проекта. Цель была именно такова, что люди верующие, которые приезжают сюда, в Болгар, могли бы совершить здесь, на Святой Земле, намаз, молитву. Для этого созданы все условия. Вот, пожалуйста, замечательный комплекс, выполнен по проекту Сергея Шакурова. Очень красивая мечеть, белоснежная, из белоснежного мрамора. Минареты – это копии минаретов мечети пророка в Медине, ну, только меньшего размера, конечно. Она небольшая мечеть, но ее вполне хватает для того, чтобы здесь проводить обычные намазы, в том числе и праздничные. А теперь уже есть традиция в самые главные мусульманские праздники. Здесь собирается у нас духовенство, в том числе и, можно сказать, из других регионов, и совершается праздничный намаз уже при большом стечении народа. Очень примечательно то, что мечеть открыта для всех. Для всех, не обязательно мусульман. Любые люди, которые приезжают в Болгар, они могут посетить эту мечеть, ознакомиться с замечательным, красивым сооружением и ближе узнать ислам, понять его. И готовим мы сегодня шурпу по-болгарски вместе с главным врачом Центральной районной больницы Егором Игоревичем. Бигзур Ахмед, большое спасибо, что нашли время. Есть у нас уже готовые ингредиенты, практически все у нас готово. В казане у нас уже морковь, лук, мясо. А сейчас уже пришло время добавлять картофель. Так, пойдемте. Напоминаю, главный секрет вкусной шурпы – бульон должен не сильно кипеть, а томиться. Именно так. И, кстати, мы еще не добавляли ни специй, ни соли. Хотелось бы про район еще спросить. Игорь, скажите, пожалуйста, вот все-таки ваш район больше туристический или аграрный? Ведь мы, когда ехали из Казани к вам, видели такие красивые поля, все ухожено, все растет. Ну, изначально, конечно же, наш район был все-таки и остается сельскохозяйственным районом. Но в связи с тем, что начал активно развиваться наш Болгарский историко-архитектурный заповедник, увеличилось количество туристов. Порядка 180 теплоходов только к нам приходит. Вот, кстати, один сейчас как раз мы наблюдаем. Кстати, если не ошибаюсь, он большой, четырехпалубный. Да, в прошлом году несколько углубили русло, и теперь к нам могут заходить и большие 3-, 4-, 5-палубные теплоходы.
И согласно последней статистике, которую я сам смотрел в интернете, в прошлом году практически 600 тысяч туристов посетило вот эти красивые земли. И от себя я желаю только установить рекорд в 1 миллион, например, туристов в год. Будем к этому стремиться. А мы сегодня стремимся приготовить вкусную шурпу. И сейчас, пока немного картофель наш отварится, мы посмотрим специальный творческий номер. Ай, в цыгане сидели на поляне, ай, в цыгане сидели на поляне, 3 садика зелено, оп-оп, цыганочка весела, взяла, думала, думала, подумала, взяла, думала. Мы продолжаем готовить шурпу, и сейчас закладываем помидорчики, чеснок, баклажаны и... Обязательно солим и перец горошком. Хорошо. Но здесь, мне кажется, уже у нас практически финальный этап, да? Практически да. А почему, кстати, самый последний ингредиент идет у нас болгарский перец? Он очень быстро готовится, и чтобы он, извините, не превратился, так скажем, в тряпку, мы его положим в конце. Сколько сейчас будут томиться овощи? Буквально 5, максимум 10 минут. Затем мы добавим сладкий перец, горох нут, еще минут 5-7 и будем пробовать. И еще не забудем положить туда фиолетовый базилик. А почему базилик? Не лавровый лист, например? Вы знаете, вот шурпа такое блюдо, которое прекрасно живет и без лаврового листа. А базилик, он даст хороший такой оттенок, привкус мяса. Шурпа по-болгарски. Крупные куски баранины поместили в казан с холодной водой, довели до кипения, сняли пену, добавили нарезанный полукольцами репчатый лук и томили на небольшом огне около 1 часа. Затем добавили нарезанную кружочками морковь и половинки картофеля. Через некоторое время в бульон положили нарезанные крупными кружочками баклажаны, целую головку чеснока, помидоры, приправили солью и перцем горошком. В самом конце добавили болгарский перец, горох нут, базилик и томили еще 5-7 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашей шурпы, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш вкусный канал на Ютубе. Егор Игоревич, все готово? Один небольшой штрих. Ага. Это зелень. Какая шурпа без зелени? Здесь у нас и укропчик, и Да. зеленый лук. И петрушка, и и петрушка. еще кинза. В общем, весь набор, который только украсит вкус нашей шурпы. Я обращу внимание, что бульон получился красивым, прозрачным, а самое главное, очень ароматным и вкусным. Все ингредиенты, которые вы добавили в эту шурпу, которые для меня были в новинку, на самом деле они очень выигрышные и украсят вашу шурпу и удивят ваших гостей. Обязательно приготовьте то же самое, вы не пожалеете. Большое спасибо. Ну а на этом наше кулинарное путешествие в Спасском районе подошло к концу. Еще раз благодарю всех, кто готовил на нашей кухне, всех, кто здесь нас принимал. Было очень душевно, было очень вкусно. Бигзур Ахмед, большое спасибо. На здоровье. Пока-пока, смотрите нас на канале ТНВ. Havo tirishining dibulg'a qaramasdan ko'k mari sovut sobalari sizga yaxshi kayf bo'lagi tashak. Yaqinlaringiz ham tuganlaringiz uchun rohatlanib azirlagiz. Ko'k mari tamli rizq, o'ng'ayli sovut soba.